Сиздер менен мен Бейшенова Сезим, саламатсыздарбы? Кыргызстандын калкынын 56% ашыкча салмак менен жабыркайт. Мунун негизги себептеринин бири туура эмес тамактануу же кыймыл аракеттин аздыгыбы. Кызыктын баары алдыда, биз менен бирге болуңуздар. Акыркы жылдары ашыкча салмак маселеси коом үчүн барган сайын актуалдуу болуп калды. Эстетикалык себептерден улам гана эмес, ден соолукка коркунуч келтиргендиктен. Баарыбыз эле тез даярдалуучу тамактарды сүйөбүз. Эмнеге? Тез даярдалуучу тамактар даамдуу жана бат даяр болот. Бирок бул нерселер ден соолугубузга кандай зыян тийгизип жатканын сезбейбиз. Ашыкча салмак жашообуздун ичиндеги түбөлүк түргүчүгө окшош ар дайым орун ээлейт жана ар дайым өзүн эстетип турат. Ашыкча салмактын келип чыгуу себеби эмнеде жана башка ушул сыяктуу суроолорго адистен жооп издеп көрөлү. Здравствуйте. Меня зовут Александра. Я вхожу в топ лучших диетологов Кыргызской республики. Как вы знаете, большинство людей страдают лишним весом, как женщины, так и мужчины. Многие, пытаясь сбросить свои лишние килограммы, пьют разные лекарства, соблюдают неправильные диеты. Что вы можете насчет этого сказать? Понимаете, у нас, когда мы видим на весах лишние килограммы, что у нас первое появляется, в мыслях? Ограничить себя во всем. Да. То есть, что можно, закрыть рот, как говорится, перестать есть, что можно и что нельзя. И поэтому у нас происходят срывы. Почему? Потому что, все, мне нужно похудеть, и, как правило, начинают садиться на одну куриную грудку, огурец и гречку, И наш организм начинает испытывать огромнейший стресс, то есть он перестает получать все полезные макро- и микронутриенты, что делать категорически нельзя. Естественно, человек, продержавшись неделю на такой диете, на вторую неделю, он начинает голодать. Организм начинает требовать от него восполнения, восполнения жиров, восполнения углеводов. Прилавки магазинов, реклама пестрят такой рекламой, выпей таблеточку, все, ты там за месяц похудеешь на 15 килограмм. Возможно, это так и будет, но в этих таблетках содержатся, понимаете, блокаторы аппетита. То есть человек начинает пить эти таблетки, он не хочет есть. Опять-таки, как только начинает их пить, происходят изменения в организме. В таблетках находится, можно сказать, даже наркотик, который именно блокирует аппетит. Проходит какое-то время, человек опять срывается. Все, эти килограммы не только приходят, которые он скинул, но они, как говорится, у нас приводят еще за собой. Приводят не 1-2, а приводят еще десяточек. Помимо этих набранных килограмм, плюс еще очень страдает здоровье. У нас у женщин летят гормоны. Я только за правильное питание. То есть не нужно ограничивать себя во всем. В нашей жизни все-таки 80% должно присутствовать правильное питание. То есть это сбалансированное питание, белки, жиры, углеводы. Мы ни в коем случае не должны исключать крупы, мы ни в коем случае не должны исключать то же самое красное мясо, говядину, которая там содержит чуть больше жира, чем курица. Мы все это должны есть. Это все для нашего здоровья. Обязательно мы должны есть овощи, фрукты. Сейчас очень много пишут, что фрукты также нельзя есть. Все это неправда. Это очень полезные продукты, очень полезна клетчатка в них. Поэтому не нужно просто брать и урезать себя во всем. Можно даже съесть тот же самый тортик, но это не так, что мы пришли с работы, мы целый день ничего не ели, а за телевизором мы начинаем там есть лагман, заедать это мантами, еще и чай с тортиком попили. Нет, все должно быть в меру. И если мы будем на 80% придерживаться правильного питания, то и лишнего веса не будет. Понимаете, это самый огромнейший миф, что правильное питание – это дорого. Правильно питаться – это можно
из обычных продуктов. Не обязательно есть авокадо, не обязательно есть семгу. Мы можем есть те же сорта рыбы, полезные, просто которые подешевле. Многие думают, что все, если мы сели на правильное питание, это начинается авокадо, это какие-то там супер дорогие масла, это, я не знаю, чиа там, но нет. Все то же самое, просто можно приготовить более правильно. Да? Многие пишут, картофель есть нельзя категорически. Это просто ценнейший продукт. В нем очень много полезного. И самое главное, там полезна клетчатка. Если мы просто возьмем и порежем его и запекем, вот тебе, пожалуйста, плюс мы не потратили, да, дополнительно ничего. И еще такое, мы недавно делали сравнение. Бутылка Кока-Колы стоит 120 сом. Один авокадо стоит 100 сом. Вот вам и разница. Хотя мы думаем, что авокадо это супер такой дорогой продукт, который мы не можем себе позволить. Но на колу мы находим деньги. Но на самом деле сейчас статистика просто устрашающая. На прилавках магазинов есть все. И мы после тяжелого рабочего дня мы всегда хотим себе побаловать сладеньким. И ожирение, оно растет просто с геометрической прогрессией. А к чему приводит? Диабет второго типа. И сейчас эта болезнь просто-напросто молодеет. Друзья мои, вот вы знаете, ко мне приходят клиенты, дети уже 10 лет, у них сахарный диабет. И это на самом деле очень страшно. И знаете, что я, наверное, хочу посоветовать? Наши дети, они впитывают как губка, и мы подаем им пример. То есть наша культура питания, она передается нашим детям. Плюс манты, лагман – это наша культура питания. Также будут питаться и наши дети, и они будут страдать. Должны показать им другой пример. Мы им должны показать, что питание может быть другим, что оно может быть полезным. И мы не должны подвергать риску в первую очередь наших детей, мы должны их научить. Спасибо, что приехали и уделили нам время. Я надеюсь, что наше интервью поможет многим людям.